Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube «Эхо Москвы» в Казани. Уважаемые радиослушатели, на время нашего разговора выключите свои мобильные телефоны. Видео и фотосъемка запрещена. Приятного вам прослушивания. Культурный разговор. Приветствую всех слушателей Казанского эхо. Вот так вот неожиданно культурный разговор начинается у нас в августе, хотя обычно мы ждали той поры, когда откроются театры, но театры у нас начали работать немного раньше, и погода соответствует. Такое ощущение, что уже осень немножко наступает нам на пятки. Давайте представлю гостей, которые пришли к нам сегодня в гости. Это Марфа Горвиц. Здравствуйте. Актриса, а самое главное, режиссер Москвы, из города Москвы, наши гости. И самое главное, надо сказать про Марфу. Марфа у нас получила золотую маску за свой первый спектакль «Бесстрашный барин». Я правильно говорю, Марфа? Да, все так и было. Теперь, как Марфа сразу сказала, это тяжкий крест, который приходится все время носить на себе, то есть оправдывать. И, наверное, все ждут от вас. Да, это самое тяжелое, что все ждут, а хочется расслабиться, работать и просто получить удовольствие. И еще у нас Лейсан Фаизова, куратор проектов театра имени Кариева. Сегодня у нас в гостях «Татарский тюз», и будем говорить о том, что с 1 по 8 августа в театре Кариева пройдет вторая лаборатория режиссеров ТАМГА. Здравствуйте. Здравствуйте. Несмотря на то, что только-только все открывается, все начинается, а театр Кариева сразу запускает вот такой вот проект интересный, который уже во второй раз проходит. И какие ощущения вообще, чего ждете? И как думаете, придут ли зрители, не будут ли они бояться, пугаться, или как они будут вообще себя вести, сидеть в масках или нет? Что будет вообще проходить? Во-первых, это для нас большая радость. Мы очень ждали этого, потому что лаборатория в прошлом году проходила в апреле, в 2019 году, да, первая. А второй раз она должна была пройти тоже в апреле, или, по крайней мере, в мае, но мы все знаем, что произошло. Невиданные, небывалые события, да, которые во всем мире произошли. И поэтому она у нас перенеслась, и, получается, фактически предваряет открытие нашего сезона, который вообще-то у нас откроется в сентябре, но сейчас мы вот наконец-то запускаем нашу вторую лабораторию, и в предвкушении, в ожидании, работа уже началась, Марфа вот сидит, наверное, думает, репетиции, поэтому мы этому очень рады, мы пригласили 3 режиссеров, это Марфа сегодня, которая здесь в студии, Павел Зобнин, Томск, и Регина Сатарова, наша с вами землячка, город Казань, который тоже ставит много в каких городах вообще. И 4-й режиссер, это режиссер-постановщик нашего театра Ильдар Гатауллин. Вот, Лейсан, скажите, по какому принципу идут разговоры с режиссерами? Как вообще вы их выбираете? На что обращаете внимание в первую очередь? Вот Марфа сказала, что как будто бы впервые в Казани, но не впервые, была 20 лет назад. Да, но это... А 20 лет назад вы с какой целью здесь были, Марфа? Ну, мне было 17 лет, и это был вообще такой голландский проект. Меня сестра пригласила, снималась передача «От Москвы до Пекина автостопом». Такой документальный фильм снимали голландцы, и я села им на хвост, поехала. И вот первая точка, остановка после Москвы, у нас была Казань. И вот все, что я помню Кремль, помню мечеть и еще какую-то пирамиду. Вот, но сейчас вот... Спустя 20 лет, конечно, я мало что помню, но я вижу, что город прям так, по-моему, очень-очень расцвел и очень интересный. Ну и тогда он был классный. Очень много пешеходных всяких зон, по которым еще обязательно я похожу. После репетиции? Да. Да, надеюсь, успеем. Так, Лейсан, по какому принципу, вы выбирали, договаривались? Выбираем самых лучших. Ведем переговоры, а потом уж... Золотая маска Марфы. Да, идет впереди Марфы. Потому что я сразу же спросила, какой будет спектакль, да, то есть детские спектакли у нас так подразумеваются. Театр юного зрителя у нас. Да, поэтому детские спектакли. И, Марфа, вот сколько уже спектаклей детских вы поставили? Ну, я поставила, наверное, 3 детских спектакля, но
наверное, интереснее было бы рассказать, что вот после этих спектаклей, которые я поставила, все решили, что я молодец, и я делаю классные детские спектакли. Но это не совсем так. И я вот еще делаю с детьми детскую документальную лабораторию, которую я изобрела. И вообще, в принципе, когда меня просят сделать детский спектакль, я вот предлагаю всегда провести свою лабораторию. Но вот здесь произошла такая вот удивительная для меня вещь. Значит, во-первых, кончился, ну не то чтобы кончился, да, послабления случились, не было работы, возможности работать. И вот первое предложение, которое вот упало после карантина или во время даже, да, это был казанский ТЮЗ, правильно, да? И татарский, да, Мгм. именно татарский. И как-то так все срослось. Первый спектакль я делала по русской народной сказке, здесь татарские сказки. И главное, что ТЮЗ был такой милый, доброжелательный, такой отзывчивый. Как-то я почувствовала, что так они хотят, чтобы я приехала, и я решила, да, я приеду. А сказку выбирал кто? Сказку выбирали режиссеры, да. То есть мы читали на выбор, Мгм. вот тоже с такой любовью У все вас было будет организовано. сказка Да. Камыр-Батыр. Да, да. Это известная для всех Да-да-да. тех, кто проживает в Татарстане, сказка. Почему вот именно Камыр-Батыр? А дело в том, что я, когда читала, я же не знала контекста, я не знала, что это очень известная сказка, и мне она просто понравилась. То есть мне показалось, что это так интересно, вот как бы, что ее можно рассказать немножечко, ну, с другой стороны, что наверняка вот все это воспринимается как какие-то подвиги, богатырства, а мне захотелось вот за этими персонажами увидеть людей, и как-то мне показалось, что это так здорово, люди с какими-то особенностями необычные. То есть у меня не было контекста, что это какая-то очень известная сказка, а когда я приехала сюда и узнала, что это практически как бы одна из самых популярных детских сказок, то это уже как бы внесло свои коррективы, и вот сейчас мы думаем, как бы, что с этим делать. То есть уже, грубо говоря, приглашать зрителей, чтобы им проиллюстрировать и рассказать сказку, бессмысленно. То есть уже надо придумывать, ради чего будет этот рассказ. А артистов уже отбираете вы, да, Марафон? Ну да, мы встретились первый день с артистами, посмотрели их немножко в деле, и это такой был живой творческий процесс. Главное, что ребята все живые, классные, мы просто их разобрали, а дальше уже вот работаем как по ситуации, вот что есть, вот с этим придумываем. Всегда интересно, ну вот татарский язык, это же совсем О, другой да. язык, да, и как у вас складываются отношения, то есть восприятие языка, вы как понимаете, по глазам, по эмоциям, ну, Но мне что вообще, сейчас, вот просто честно как ими говоря, руководить? да, но мне безумно нравится. У меня был небольшой опыт, там, пару лет назад я ставила в Норвегии спектакль, и артисты говорили по-норвежски. И когда они правильно выполняли задачи, я четко понимала, что они говорят. Как только я сидела на репетиции и видела, что я не понимаю, что происходит, что они говорят, это означало, что что-то неправильно идет в репетиции. И поэтому работа ну, как бы с иностранным языком — это абсолютно такое какое-то потрясающее в каком-то смысле упражнение, да, то есть ты должен понять вне зависимости от языка, что происходит. Вот. И для меня это, ну, мне безумно нравится. То есть это как бы такой прям трип. То есть вы уже наизусть прям знаете? Нет, конечно, нет. То есть я как бы даю задачу и смотрю, и мне просто нравится это звучание. Еще удивительный эффект, когда ты слушаешь по-русски какие-то вещи, они само собой разумеются. То есть как бы ты их воспринимаешь иначе. Ну как бы ты можешь их мимо ушей пропустить. А когда это на каком-то загадочном кабр-батыр-бам, и ты как бы сразу, ну какая-то реальность другая возникает у тебя. Ну да, это, мне кажется, совсем язык на слух Да. очень тяжело воспринимать, да? Он такой жесткий, наверное, какой-то. Он необычный, мне кажется, даже он такой, как сказать, мелодично-поэтический. То есть он такой эпос, вот, то есть вот такой, наверное, ассоциация с эпосом, да, то есть он такой возвышает, как бы, да, немножко так все на пьедестале, как будто не просто там где-то в комнате, а такое вот как бы вот повествование. Мне так интересно слушать, о чем вы говорите. Ляйсан, Со кого стороны. вы ждете на спектакле, именно на лаборатории режиссеров Тамга? Да, Это прежде будет чем об этом, да, поговорить. юные совсем, или все-таки родителей вы тоже ждете? Так, рассказываю, как Мгм. есть. Мы рассчитывали, все об этом говорила, что с 1 августа будет уже разрешено работать со зрителями, да ведь? В связи с последним постановлением Кабинета министров именно Республики Татарстан, потому что мы знаем, что в каждом регионе ситуация по-разному, да, ведь проходит.
мы столкнулись с тем, что показы можно проводить на открытом воздухе, либо закрытые показы делать по соблюдению всех предосторожностей, конечно. Сейчас мы думаем об этом, о показах. Вот. И, конечно, хотелось бы сказать о том, насколько для нас самих интересна эта тема сказки, да, если вот вернуться к этому. У нас не только татарские народные сказки, еще авторские. Например, Регина Саттарова, она делает эскиз, такой променад, или, как его принято говорить, бродилку, по театру и рядом с театром на тему поэтической вообще-то вещи Тукая, нашего Габдуллы Тукая, Кисыкбаш. Это «Сенной базар» или «Новый Кисыкбаш». Такая тоже интересная история, фантасмагория, основанная на древних тюркских преданиях, но которую Тукай переносит в современную ему Казань. Мы будем смотреть, как это откликается в нашей современной Казани. А Павел Зубнин также выбрал татарскую народную сказку «Жена падишаха Алтыншеш». Она такая, Алтыншеш вроде очень златовласка, да, это вроде такая известная всем персонаж, но на самом деле сказка-то она древняя и не очень знакомая всем, поэтому тоже интересно на это посмотреть. Вот. И еще хотела бы отметить важную для нас вещь. В прошлом году 4 режиссера работали у нас по современной драматургии, и 2 из этих 4 эскизов, они были доработаны потом в спектакле и вошли в репертуар нашего театра. Они сейчас в репертуаре и вообще полюбились зрителям. Это «Умник», который поставила Катя Корабельник, да, и «Пушистая мечта» Александра Лавянникова. Они теперь у нас идут. Вот. А возрастной ценз, так скажем, от самых маленьких и до бесконечности. Могут малыши приходить, семейный просмотр, конечно, конечно. Во-первых, интересно смотреть на интерпретацию татарских народных сказок в переложении приглашенных режиссеров современных. Вот. А если ты эту сказку еще и вообще не знаешь? Например, «Жена падишаха и Алтыншеш», я очень затрудняюсь. Из сборника татарских народных сказок 1957 года. Нужно взять себе на заметку. Да. А по поводу время пандемии, когда мы все сидели дома, работали из дома или кто-то сидел вообще без работы, какие-то коррективы в каждую жизнь внесла эта ситуация. Что вынесли вы, конкретно театр? Может быть, пересмотрел какие-то вещи, может быть, подумал, что вот это вот лишнее, вот это вот не нужно, а вот это вот нужно улучшить. Какие-то такие выводы еще успели сделать или нет? Да, я думаю, эта ситуация вообще, она, как там называется, 5 стадий, да? Гнев, торг, отрицание, принятие. Наверное, каждый из нас прошел, но мы государственные театры, слава богу, есть государственная поддержка, и поэтому зарплаты хотя бы выплачивались, хотя в небюджетной части доходов, конечно, нет, и в полном объеме все равно не получалось это. Но что для себя мы, какие выводы сделали? Что, оказывается, не все так плохо. Мы полностью направили свою энергию в онлайн, потому что артисты, они не могут сидеть просто так 3 месяца, сложа руки. Это вообще, я даже представить себе такого не могу. Поэтому у нас в 2 раза или даже больше, по-моему, вот пиар-служба бы сказала, увеличилось количество подписчиков, просмотров на Ютубе, в Инстаграме. Мы ТикТок себе завели, и рубрик новых много придумали. И мы, когда вышли на работу сейчас, да, мы их не забросили куда-то в чулан, а продолжаем это все делать, и у нас сейчас параллелит это все. Поэтому нам самим очень интересно, потому что, куда нам деваться от цифрового мира, мы все равно туда там одной ногой стоим. Но нужно понимать, что это полностью не заменит, конечно, живого общения и Нет, живого конечно. восприятия, да? Я думаю, Марфа может сказать, насколько... Да, но я, честно говоря, потряслась, как быстро мы эмоционально забыли то, что было, потому что я тоже думала, как же мы будем возвращаться, будут какие-то опасения, дистанции, вот это. Нет, то есть живая энергия, она так захватывает, даже на первом нашем занятии, первой встрече, такое было ощущение, что было и было, вырезали. То есть а теперь все вернулось следующий день после 27 марта. Вот у меня было такое ощущение, что, правда, что весь этот карантин, это было какое-то путешествие, интересное путешествие. Пусть оно не повторится. Это путешествие. Пусть оно останется в истории, как самое ужасное 2020 года. Но
При этом нужно понимать, что вирус никуда не делся, что У мы нас должны мы, принимать какие-то меры конечно, защиты, да? конечно, все у нас, все бактерицидные излучатели стоят. Мне кажется, мы уже сейчас научились, да, так санитайзерить руки сразу. как Да, зашли. абсолютно, это уже Температуру привычка, мерит, у да. нас народ заходит в театр, сразу так лоб подставлять нашему. Да, уже привычка несколько раз в день обязательно руки этим спиртом. Мгм. Маски, мы к вам вот здесь тоже А, в масках пришли. Да, сколько человек задействовано в спектакле? Вот конкретно ваша, Марфа. Сейчас вспомню, по-моему, порядка 8. Я к тому, что вот не дай бог там что-то случится, кто-то из них заболеет, есть какая-то сразу замена? Не-не-не-не, давайте вообще об Но этом. они же тесно там взаимодействуют. Даже не Вы-то думаем. смотрите со зрительного зала, да, наверное? Ну, трудно сказать, мы все-таки все в одной комнате, но даже мы не можем об этом думать, потому что, в принципе, театр это всегда такая территория экстрима. Это даже не, может быть, не связано с пандемией, да, то есть столько этих случаев, когда там срочный ввод, надо за 3 часа что-то придумать. То есть, в принципе, мы так, люди-то уже как к таким штукам, наверное, привыкшие, да, что не бывает все гладко. Поэтому, ну вот, работаем пока, дай бог. Дай бог, А, чтобы все были живы и здоровы. Мгм. Это самое главное. Как надолго Марфа у нас будет в Казани? До 8 я, да, до 9 8 у нас показ. показ, да, до 9. Если вот вам все нравится, Марфа, что вы делаете, какие шаги вы будете предпринимать дальше? Будете сотрудничать с татарским ТЮЗом? Ну, казанским? конечно, если все же, все зависит от того, сложится или нет. То есть это такая комбинация сложная звезд, обстоятельств, энергетик, Я к тому, актерских что это же моих. так тяжело. У вас, допустим, семья, дети в Москве, вы Да. здесь. Да, все так. Ну, Ну, да. Сейчас режиссеры не работают в одном только городе. Такого... Ну да, это я понимаю, да. Но когда маленькие дети, например, я не знаю, какого Ну возраста у вас да. дети, это очень тяжело. Нет, именно поэтому, собственно, я и старалась поменьше ездить. Но вот сейчас, когда мы так здорово насиделись с детьми, вот, то я с удовольствием согласилась. Куда-нибудь еще и Да, подальше. да. Да, я еще хотела сказать, что на лаборатории что интересно, это не только встряска для нашего всего, ну, для труппы любого театра, который проводит лабораторию, да, в первую очередь это для нас самих важно, полезно и нужно. И, во-вторых, к нам ведь приедут критики, мы пригласим всех наших специалистов казанских, и специально для показов, для просмотра показов мы пригласили Алексея Гончаренко из Москвы и Андрея Пронина из Санкт-Петербурга. Это театроведы, театральные критики, очень известные. Поэтому будет обсуждение после каждого эскиза, и будем смотреть на реакцию нашего зрителя, худсовета, журналистов, как сложится. Ну вот, кстати, единственное, что вызывает какое-то опасение, обычно, когда идет показ, полный зал и очень мощная всегда реакция. Либо, так сказать, встречает, либо не принимает. И вот в этом случае, вот как сейчас, очень трудно, неприятно про это думать, что, господи, неужели показ будет там на несколько человек? Это энергетически совершенно другая история. То есть если зритель, он дает тебе, да, какое-то и волнение, нет, ну тут, конечно, тоже будет волнение, но это совсем другие вещи, да, то есть зритель, он тебя как бы кислородом насыщает, дает тебе обратную связь, да, реагирует. Вот в этом смысле, мне кажется, наверное, будет трудный показ. И Ляйсан, ты вообще где вот в эти итоге будет? 50% На улице будет показ? наполнения. По-разному. По-разному. У нас есть эскизы, которые пройдут на улице точно совершенно. Ильдар Гатауллин, который ставит, кстати, тоже интересная история. «Девочка с головой волка» называется она, «Бюро Башлакас». Мгм. Это вообще-то пьеса, драматургический материал Алексея Житковского. Это пьеса-победитель нашего конкурса драматургии, который мы проводили в 2019 году. Он называется «Асыл», который плавно переходит в нашу лабораторию «Тамга». Такие красивые татарские названия. Мгм. Мне очень нравится. 4 пьесы победила в этом конкурсе, и были проведены читки. Зрители приходили и голосовали буквально жетончиками специальными за читку, которая им больше всего понравилась, которую бы они хотели увидеть в лаборатории. И это как раз вот эта пьеса «Девочка с головой волка». Ильдар ставит ее на улице. Вот. Но мне кажется, это же безусловно, что на улице наберется больше народу, чем в зале, нет? Конечно. Это несправедливо. Мы будем смотреть, у нас все живое, все меняется. Кстати, Лисан, а как будет с жетончиками? Тоже так вот будет сейчас?
Будет голосование? Интересная мысль. Да. Надо обсудить. Голосование 50% зрительного зала. Шахматные рассадки, да. А есть какой-то момент, что может поставить как-то камеры? Это обязательно И хотя бы снимается. на улице Кстати, сидеть? материалы нашей прошлой лаборатории, они доступны на нашем канале в YouTube, можно смотреть. Все доступно, открыто. Ну, Пожалуйста. проголосовать могут только те, кто присутствует на спектакле. Голосование было на читках. На Мгм. Тамге мы еще такого не практиковали, но мысль интересная. Ну, чтобы была какая-то справедливость, мне кажется, потому что когда больше народ, действительно, ощущение, что вот прям ну Событие. ура, ну ура. Мгм. А когда там сидит действительно 15-20 человек, Но задача, в общем-то, не совсем в этом. В Мгм. первую очередь это тренинг для нашего театра, для самих режиссеров. Я думаю, это тоже такие задачи, да, ведь Марта? Конечно. Важно в таких вещах участвовать. зрители в зрительном зале, даже если они будут рассаживаться дальше друг от друга, да, Но у нас сейчас продаются билеты вот на открытие сезона. Это шахматная рассадка. мгм. Они в масках сидят Да, маски, перчатки. обязательно. Да. А маски и перчатки должны быть с Перчатки. собой. Если с собой не принесете, мы вам выдадим их. То есть вот так вот. Полагается так. Никого не Нет, развернут и не скажут, Человек пожалуйста. купил билет, конечно. Мгм. Это важно Вот. сказать. Открываем сезон 3-4 сентября. Кто как, вот Казанский театр. Сегодня. Ой, сентября. Мгм. Через месяц ровно. Вот, премьерой, который наш главный режиссер Ренат Аюпов ставит по пьесе «Корт. Колорадские страсти» мы это перевели. Тоже для нас важная премьера, потому что она по драматургическому материалу, по пьесе Фанавиля Галеева. Это актер, режиссер и драматург, который 20 лет проработал в театре Кариева. Он, к сожалению, рано ушел из жизни. И вот в память, в честь его юбилея ставим мы эту премьеру. Это был приятный разговор. Давайте скажем нашим слушателям, что с 1 по 8 августа в Театре Кариева проходит вторая лаборатория режиссеров Тамга. Билеты можно купить в кассах театра или онлайн? Как-то Нет, можно? Как-то можно прийти вообще увидеть эти сказки? Билеты на лабораторию не продаются. Там, А как можно? Запись? Да. Запись. Только запись. То есть только на ваших платформах, да? Это Да. YouTube. А вы сказали, у вас еще появился У нас TikTok. все есть. Мы везде. Мы в Телеграме, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме. В общем, ищите на любой интернет-электронной площадке. Да. Театр имени Кариева. Звоните Это в театр. У нас прекрасный сайт. Заходите, посмотрите. татарский тюз. У нас сегодня были в гостях Марфа Горвиц. Давайте еще расскажем, которая все-таки получила золотую маску за свой первый Ура! спектакль. Это и по голове так. Бесстрашный барин. Иляйсан Фаизова, куратор проектов театра имени Кариева. Меня зовут Алсу Якупова. Спасибо вам большое за этот разговор. И вам, главное, держим за вас кулачки. Удачи. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Культурный